Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы в очередной раз с Александром находимся в спортивном клубе «Охотничья заимка». Вот. И у нас сегодня будет такой офигительный эксперимент небольшой. Александр, расскажи, что у нас за эксперимент? Давно ходят и слухи, и разговоры о длине снопа. И все говорят, стрелки, что длина снопа очень зависит от чока. Чем плотнее чок, тем длиннее удлиняется сноп. Чем шире чок, тем более плоско он летит. Вот, мы сегодня проверим при помощи такого способа. Мы будем при большом угловом движении, в среднем, как идет мишень на круге, при такой же скорости, нажимать по горизонтальной бумаге и по отпечаткам смотреть бумаги, соотношение вертикали и горизонтали, плотным чоком и ослабленным чоком. Итак, друзья, вот показываю, что мы сделали. Вот мы натянули ватман такой вот, растянули его на... Получается, ну где-то у нас 3,5 метра получилось. Вот, и будем стрелять теперь на расстоянии 25 метров вот, от домиков. Вот. Ну и посмотрим, будет что-то меняться, не будет. В общем, сейчас посмотрим, как вообще меняется что-то, не меняется. Да, друзья, хочу напомнить то, что в Омске пройдет 4-й этап Кубка России в мае. То есть приезжайте, всех ждем. Вот снимаем видео отсюда, то есть показываем, как тут у нас интересно, то есть какие локации. Ну, это потом я могу отдельное видео снять. Так, ну что, приступим. Так, значит, вот, друзья, ружье Кригов. То есть первая насадочка у нас 0,89, вторая 0,25. Ну, вот то, что мы нашли вот с Александром. Вот. F и IC. Ну, да, вот, то есть вот это именно такая градация. 81 ствол. 81 ствол, сужение. Это ружье на тестировании. Значит, сужение внутри ствола 18,4, если я не ошибаюсь, да? Или 18,6? Не готов сказать. Значит, стрелять будем таким патроном от компании Игла. Игла. То есть это, по-моему, на базе Азот они ее делают. 24 грамма. Вот, хороший патрон, хорошо себя зарекомендовал. Все, приступаем. Сейчас... Какие-то бродят, блин. Вы уже второй раз нам испортили. Максим, хорошо хоть выглядит? Отлично. Значит, друзья, встанем мы сейчас на 20 метров. Где-то 18-20 метров. 17 вот досчитаю. метров. 17 даже, вот Александр говорит. Для того, чтобы точнее измерить осыпь и точно не пропустить периферийные дробины. То есть, возможно, что именно только их растягивает в начале и в конце. А центр летит, возможно, достаточно плоско. Ну, давай, пробуем. То есть 0,89 пробуем. на проходе в центральный щит. В серединку постарайся нажать в середину. То есть достаточно быстрое движение. Пойдемте посмотрим. Да, давай сейчас обведем. Так, друзья, вот выстрел наш. Александр, обводи. Достаточно плотный 0,89, но мы визуально у него не видим особой какой-то растяжки. То есть она прям, если даже есть, то микроскопическая. Чуть-чуть буквально вот она есть. Вот, по центру, вот центр обведи. Да, вот если плотный самый обводить, чуть-чуть есть. Вот, но на самом деле достаточно равномерно. Несмотря на то, что боковая скорость ружья была большая. Так вот сниму, может, нашим друзьям может быть будет вот так вот удобнее. Видно, вот видите, друзья, мы нарисовали центр. Обвели, это был 0,89, подпишем 89, ну, практически это F-ка. Так, ну и сюда сейчас бомбанем рядом с 0,25, с этого же расстояния, ну и сделаем выводы определенные. Итак, второй выстрел, 0,25 чок. 0,25, мы находимся в рамке. То есть по правилам мы находимся в рамке, это техника безопасности. У нас наушники обязательно стрелковые очки. Ружье всегда разряжено, всегда переломлено. Нижний ствол 0,25. Угу. В серединку проверь. Достаточно быстрое ускорение. Достаточно быстрое, такое же примерно, как и там. Да. Идем. Да. Не, ты сюда же жмешь. Тебе надо в другую рамку встать, наверное. О, Да. Нет, можно... Не, вытяни. Кстати, с 0,25 наоборот получается, больше вытянулось.
Ну, мы не знаем, куда вытянулось. На самом деле, нужно перестрелять точно. Давай перестреляем. Давайте, ребят, перестреляем. Все-таки дальше. То есть явно видно, ширина осыпи 0,25 значительно шире. Понятно, что это комфортно для 17 метров точно более, чем F-ка. Но, тем не менее, если точно стрелять, можно на стенде стрелять на 17 метров и F-кой. Пыли будет чуть побольше. Так, ну что, переходим еще раз ради чистоты эксперимента. Сейчас вот туда, вот в ту рамку станем. И оттуда шмальнем и обведем. Так, вот сюда вот сейчас встанем и... Ага. 0,25. Второй выстрел. О, сейчас хорошо попал, сейчас хорошо будет видно. Пойдем посмотрим. Да, сейчас я настроился, и мне надо попасть в эту точку. Так. Так, ну вот, что мы видим. Пыш пробил насквозь. На таком расстоянии пробивает, это понятно. Но, видите, на самом деле очень мало растягивается сноп. То есть он летит достаточно плоско. Достаточно плоско. То есть на самом деле можно не мечтать, что если вы сильнее разгоняете ствол, у вас в виде овала идет дробь. она То сильно есть вот мы быстро не из видим ствола ничего вылетает. подобного при очень сильном ускорении ствола. На самом деле в среднем в стендовой стрельбе идет чуть меньше угловая скорость ствола. То есть сейчас я разгонял чуть быстрее, то есть специально ускорял. Целенаправленно. Существенно, да, да. Целенаправленно. Поэтому мы видим даже визуально, что растягивание просто минимальное. А теперь знаешь как, давай ради чистоты эксперимента просто статического положения стрельнешь рядом с 0,25 вот сюда. Вот Хорошо, сейчас, давай вот, то есть нам как мы поймем? Мы поймем только опытным путем. Да, мы обведем один сноп. Да, вот сейчас. И просто со статики стрельнем. Да, например, да. Сюда. Давай. Хорошо, давайте. Так и сделаем. Эксперимент продолжается, Александр. Теперь рядом просто стрельни. Так, со мы статики. не двигаем теперь ружье, рядом статичное. Да. Тоже 0,25. Ага. Ну пойдем обведем, посмотрим. Ну или давай, еще патрон есть еще. Давай сразу стрельни еще. Вот левее немножко стрельни с 89, да, со статичного положения. Может быть, наоборот, со скоростью? Не, мы уже со скоростью стреляли. А, ну тогда рядом с тем. Да, Где? да, рядом с тем. Повыше я возьму. Да. Все, отлично. Идем смотреть. Да. Здесь Вот растянутый. Вот так вот. Ну-ка, подержи, Саня. А вот смотри, вот это идет статика Да. 0,89. А здесь вот А размазанный. здесь все равно центр, да. размазанный, вот если говорить про размазанный. плотность, то немножко размазано. Подержи. Да. Вот он выстрел. Вот такой получился. Смотри, он довольно-таки круглый. И вот он центр. Вот он, видишь? Центр. Как бы вот. Плотность равномерная. Вот так вот, как вот. будто бы плотность А здесь вот, равномерная. смотрите, друзья, все-таки вот сюда вот так вот ушел центр. Как бы сюда вот она вытянута. Не-не-не, вытянута. Да, плотность все равно чуть-чуть вытягивает. То есть он вот так вытягивается. А здесь сноп, вот он шаром пришел. Видишь? А здесь он шаром пришел. То есть круглый шар. И здесь то же самое. Смотрите. Вот 0,25. Правда, близко стрельнул. Тоже сюда шар вытянулся. Он овал такой. Чуть-чуть. Да, немного, но видно, заметно. Здесь по высоте вот так вот он. Вот как бы получился. Как будто по высоте больше По даже высоте, да, вот больше. А здесь получается меньше. Здесь вот так вот Мгм. вытягивается. Все-таки есть разница. Однозначно есть. Но небольшая, ожидали больше. Незначительная, да. Ожидали сильно больше. Намного, на самом причем деле, да. больше. Да. Так, ну что, друзья, ну, в принципе, Александр, скажи вот свои выводы, что ты увидел? Я немножко, честно говоря, ожидал, что сноп будет вытягиваться чуть посильнее, потому что скорость у меня была достаточно большая. То есть с точки зрения разбития мишени или битья дичи, на самом деле не стоит надеяться, что слишком он.
Но мы опять-таки уловили небольшое растягивание именно плотной части центральной чока. То есть это причем и в 0.25, и в 0.89 есть небольшое растягивание именно самых плотных, самых убойных дробин по центру. Поэтому этот эффект есть, да, чудес не бывает, сноп не плоский, все-таки он вытянутый, и за счет этой инерции он как бы проходит по бумаге чуть-чуть горизонтальнее. И то это как ты махнул. Да, То есть да, никто так да, не машет да. же на охоте. То есть на самом деле измерить скорость, у нас сегодня мы ее не мерили, то есть я постарался в голове делать визуализацию как при скоростной мишени и при большом ускорении. То есть я себе давал задание именно сильно ускоряться, то есть максимально, наверное, как только бывает в стендовой стрельбе. Итак, друзья, делаем выводы. Минимальное, конечно, есть, видимо, какое-то растяжение, но так как это растягивается именно центральный сноп, то можем предположить в пространстве, что сноп летит не вот как-то так, да, что он, скорее всего, вытягивается с краев. Вот не готов сказать, с какого края больше вытягивается, но, скорее всего, он вот так как-то летит в пространстве. Поэтому вот здесь центральные дробины, они и вытягиваются. Вот, то есть вот эти дробины, которые периферийные, они, видимо, где-то вот, ну, либо в начале, либо в конце, не знаю, не готов сказать где, или в середине, они остаются практически шаром. А центральные чуть-чуть растягиваются, то есть, значит, вот такое вытяжение идет в центральной части. Вот. Подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайки, если желаете, чтобы мы что-то еще для вас сняли. Придумывайте идеи, критикуйте спокойно, свободно, мы будем рады. Всем пока. Всем пока.